Производство «Фильм Австралия» совместно с телевизией «Польская». «Чародей». Первая серия. Авторы сценария Марк Шерефс и Джон Томпсон. В ролях Збых Трофимюк, Гося Петровска, Брайан Руни, Микела Нунан, Хитер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Кшиштоф Кумар, Рафал Звеш и другие. Операторы Дэнни Беттерхэм и Мартин Макград. Художник Николас Маккеллум, композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Что ты здесь делаешь, Кацинец? Я искал вас, сэр. В туалете дерутся. Эксперимент удался. Здорово, что завтра мы едем в лагерь. Да, мы будем наблюдать солнечное затмение. У меня идея получше. Что ты тут делаешь, Рейнольдс? Алекс, если узнают, что мы делаем порох, нам влетит. Успокойся, вот, я достал. Формула пороха. Здесь написано карба. Зачем же нам уголь? Уголь — это и есть карба по латыни, болван. Ясно, почему ты второгодник. Ты совсем ничего не учишь? Зачем? Ведь есть ты, я предлагаю идеи, ты их реализуешь. Осторожно, это эксперимент Катрины. Катрина не простит. Думаешь, получится? Много веков люди так делали порох. В этом прелесть науки. Следуй правилам и получишь результат. Ненавижу лекции. Взрыв будет большой? Такое, что все в лагере выпрыгнут из штанов. Окей. Это все. Нам пора. Убери все здесь, а я вытру. Алекс! Порох! Мой эксперимент! Что случилось? Ничего, мисс, мы все потушили. Чем вы здесь занимались? Мы... Нам повезло, мисс. Я приболел, и Пол повел меня к врачу. Мы услышали взрыв. Кругом дым. Пол побежал за огнетушителем. Мой эксперимент испорчен. Я узнаю, кто здесь был. Ты кого-нибудь видел, Пол? Пусть тебя осмотрит медсестра. Надеюсь, завтра ты выздоровеешь. Вы оба молодцы. Мне жаль, что так вышло, Катрина. Я купила все химикаты, потратила $20. Я лучше пойду. Формула пороха. Папа, я опоздаю на автобус. Кристин, поторопись. Иду. Я рада, что ты едешь в лагерь. Да? Отдохну без тебя в выходные. Осторожно, моя научная работа. Почему она здесь? Хватит, пошли. Не отвечай. Доктор Рейнольдс. Привет, Мэри, как дела? Проверь это обязательно. Папа, Я начальник отдела исследований, это важно. но время. Найти файл контракта.
В автобус, Алекс. Но Пола еще нет, мисс. Мы не можем ждать. Вот он. Я говорил, мы успеем. Где мой спальник? Кристин, я дал его тебе? Нет, ты его держал, когда зазвонил телефон. Папа. Извини. Ничего, когда я замерзну в горах, ты что-нибудь изобретешь. Я оттаю и оживу. Простите, что задержались. Я отец Привет. Пола. Вы мисс Гибсон? Да. Пол много говорит о вас, что вы замечательная. Папа. Нам пора ехать. Минуту. Я забыл спальник Пола. Вот, держи. Помни, все внимание на учебу, а не на девочек. Там есть пленка? Есть. Дай мне. Полегче, меня убьют, если сломаю ее. Дай сюда Приятно камеру. было познакомиться. Скажи, Пол, кто из девочек тебя интересует? Отвали. Может, Катрина? Ты ей по вкусу? С чего ты это взял? Что с тобой сегодня? Ты и Пол должны мне 20 баксов. Я знаю, что вы делали в лаборатории. Готовили порох. Мы с Полом не способны на такую глупость и ложь. Спроси мисс Гибсон. Мы спасли школу? Мы герои. Не беспокойся. Она не сможет доказать. Лагерь Каутс. Алекс, перестань! Послушайте, здесь спальня мальчиков, здесь девочек. По такому сигналу все на ленч в главное здание. Потом мы отправимся в горы и обследуем смотровую площадку. Кто помнит, для чего мы здесь? Наблюдать солнечное затмение. Луна пройдет между Землей и Солнцем. Подлиза. Ладно, все за дело. Если будет время, я покажу вам пещеру с призраками. Ты не можешь сказать ничего умного, Алекс Кацинис, так что лучше заткнись. Не забудьте свои научные работы. Какие еще работы? Мы должны были сделать камеру обскура. О, нет. Папа оставил ее дома. Что это за камера? Самая совершенная, дурачок. Над чем ты смеешься? В древности китайцы верили, что дракон заглатывает солнце и происходит затмение. Они били в барабаны, чтобы прогнать дракона. Вот идиоты. Это всегда помогало. Приготовьте свои работы. Вы будете наблюдать затмение только когда я проверю ваши приборы. Что теперь делать? Камеру обскуру легко сделать. Нам нужны картон, скотч и бумага. У Катрины и Лисы все есть. Не будем же мы просить. А зачем нам просить? Змея! Вон змея! Змея! Вон там! Огромная! Назад. Не подходите. Осторожно. Спокойно. Не шумите. Все в порядке. Она уползла. Но будьте внимательны, все.
Давай, Эйнштейн, покажи, что делать. Передняя линза проецирует затмение Солнца на эту поверхность. Мы не закончили, кто-то украл наш скотч. Ничего, вы сдали. Остались только Пол и Алекс. Где эти двое? Им нечего показать. Пол? Алекс? Мы здесь, мисс. Леди и джентльмены, фирма Пол и Алекс представляет чудо-камеру «Козырек». Модный козырек позволит вам наблюдать затмение, делать записи и рисовать диаграммы. И ковырять в носу. Это безопасно, дешево, экологически чисто. И очень стильно. В этой пещере люди видели странные вспышки света. Тогда и возникла легенда о таинственных огнях горы Лара. О призраках? Местные так считают. Когда строили линию электропередач, здесь обнаружили железную руду. Видите? В этом районе мощное магнитное поле. А огни — это электромагнитный эффект. Возможно, но никто не может их сфотографировать. Осторожно, не распугайте всех призраков. Пошли, ребята. Они нам не страшны. Может, они появляются только ночью? Интересно. Кто-нибудь знает, что это? Летучая мышь? Посмотрим. Нет, не летучая мышь. Это нитрат калия. Другими словами, Селитра. Из нее делают порох. верно. Кто знает другие химические компоненты пороха? Пол знает. 20 баксов. Я знаю, мисс. Другие компоненты — серый и уголь. Отлично, Катрина. Ладно, осмотрим другие скалы. Я тебе не дам аппарат. Тогда пошли со мной в пещеру. Полночь? Ни за что. Лиса, нам нечего бояться. Мы сфотографируем огни и прославимся. А если там призраки? Призраков не существует. Докажем, что они есть. Не знаю. Это будет здорово. Они струсят, а я запишу на видео. Катрина это заслужила. Никто не может безнаказанно шантажировать Катсониса. Вы же квиты. Оставь ее в покое. Да ты в нее втюрился. Что за бред, Алекс? Катрина и Пол. Все узнают. Хватит! Я сделаю это. Алекс! Я достал. И еще вот это. Они намочат штаны, когда услышат. Алекс,
У меня идея. Наши призраки будут летать. Это класс. Подними фонарь. Я порезал руку. Поторопись. Надо убрать провод. Он слишком близко к электролинии. Нет времени, все обойдется. Они идут. Я спрячусь в пещере. Жди сигнала. Мне здесь не нравится. Лиза, сколько раз тебе повторять? Призраков не существует. Сегодня мальчишки выглядели полными дураками. Особенно Алекс. Да, он идиот. А Пол? Он тебе нравится? Он славный. Кто там? Что это? Что это? Не знаю, какое-то животное. Это не животное. Пошли назад. Нет, я хочу увидеть огни. Огни! Пол, что за глупости? Ты меня не проведешь. Испугалась? Нет, я не верю в призраков. Я все снял на видео. Пол, знаешь, Катрина считает тебя славным. Отдай. С тебя 40 баксов. 40? Вернемся, пока Лиса не разбудила весь лагерь. Как вы это делаете? Это не мы. Что это? Осторожно! Пол, назад! Ложись! Брось это. Дикий. Что? Алекс! Отдай голос. Отдай. Стой! Стой, вернись! Пол! Его нигде нет. Я говорила, он исчез. Не может быть. Где же он? Может, его убило током? Где тело? Или хотя бы пепел? Катрина! Надо рассказать мисс Гибсон. Что мы скажем? Алекс, где ты? Я заблудился. Здесь какой-то чокнутый. Стой! Стой!
Посмотри, кто это, детка. Привет. Можно попросить твою маму? У меня нет мамы. Папа! Я слушаю. Мистер Рейнольдс, Да. мы можем поговорить наедине? Кристин, иди накрой на стол. Что случилось? Ваш сын Пол, кажется, исчез. Исчез? Как это исчез? Он пропал в 11 вечера. В 11? Когда начали искать? С раннего утра. Кто был с ним? Не знаю. Заходите, мне нужна ваша помощь. Почему не позвонили раньше? Кристин, это констебль Миллер. Она отвезет тебя в школу. Привет. Зови меня Салли. А ты куда? Я ненадолго. Твой глупый брат потерялся в лесу. Помогу его найти. Я хочу с тобой. Нет, дорогая. Уверен, это ошибка. Сейчас он сидит в каком-нибудь кафе и ест мороженое. Это не сон? Эй! Эй! Кто-нибудь? Алекс! Катрина! Эй! Эй! Где вы, люди? Эй! Есть кто-нибудь? Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, Пятый канал». Перевод Марины Стоговой. Режиссер озвучания Наталья Черкова. Звукорежиссер Светлана Анопренко. Инженеры звукозаписи Наталья Буримова, Артур Саагге. Текст читали актеры Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.